Дорогие друзья, начинаем наше сегодняшнее мероприятие. Сегодня нам представится возможность пообщаться с сербским ученым, писателем, политиком, послом в МИД Сербии Владимиром Кшляниным. Человек, который привнес огромный вклад в развитие международных отношений, дружбы между нашими странами. Также он был удостоен высшей награды «МИД России» и указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина получил гражданство нашей страны. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. На площадке самого западного университета Российской Федерации, Балтийского федерального университета. И здесь мы находимся в одном из самых старинных зданий, постройки 1910 года, наш административный корпус, колыбель гуманитарного образования Балтийского федерального университета, Институт образования и гуманитарных наук. С нашей стороны участвует администрация Балтийского федерального университета, а также это наши обучающиеся уровня бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки международные отношения на первый-второй курс набора. Также это обучающиеся дипломатических классов нашего партнера ресурсного центра гимназии номер 40 и общественная кафедра образования и дипломатии, с которой у нас проходит очень много достаточно значимых и очень интересных мероприятий. В частности, в этом году мы провели второй раз Международный Балтийский форум юных дипломатов. Такое у нас титульное мероприятие для Калининградской области. А также в нашем сегодняшнем мероприятии участвуют представители Русского дома в Белграде. Я вижу, подключилась Хакимова Юлия Рифовна, представители Российско-Балканского центра делового сотрудничества и культуры в Калининградской области и представители Международного клуба дружбы Калининградской области. Вот такой у нас сегодня замечательный состав. Давайте вдруг еще раз поприветствуем. Для приветствия я предоставляю Кузьмякову Валерию Александровичу, руководителю представительства Российско-Балтийского центра делового сотрудничества и культуры в Калининградской области. Пожалуйста. Основная цель центра – создание коммуникационных площадок, организация творческих и деловых встреч, культурных мероприятий, направленных на сближение и укрепление связей между Россией и странами Балканского полуострова, в том числе посредством народной дипломатии. Вот, на мой взгляд, в народной дипломатии есть стратегия. Результат – это дружба. Это взаимное чувство, которое необходимо с трепетом беречь. Тема сегодняшней встречи – это новый мир. Вот одна из книг Владимира Кшлянина «Сербия, Россия, Китай. Новый мир. Будущее, которое началось». Книга была издана в России при поддержке Российско-Балканского центра делового сотрудничества и культуры совместно с Центром международного сотрудничества Российско-Балканский диалог. Она доступна на маркетплейсах. Владимир, мне нравится ваш посыл миру в этой книге. Будущее – это союз творческих людей. И действительно, союз творческих людей, который объединяет дружба, и крепкая дружба, имеет на самом деле огромный потенциал. Я благодарю руководство Российского федерального университета за возможность и помощь в организации сегодняшней такой творческой встречи. Да? Владимир, вам большое спасибо за огромный вклад, который вы внесли и продолжаете вносить в развитие и укрепление дружеских отношений между Сербией и Россией. Обязательно посетите наш необыкновенный край, в котором проживают удивительные люди. Спасибо большое. Дорогие друзья, слово для приветствия предоставляется Хакимовой Юлии Рифовне, координатору образовательных программ Русского дома в Белграде. Юлия, пожалуйста, слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение Русского дома принять участие в данном мероприятии. Российский центр науки и культуры в Белграде является представительством агентства Россотрудничества в Сербии. Среди наших задач укрепление дружеских, культурных, межнациональных связей между двумя нашими братскими странами.
Мы регулярно проводим культурно-просветительские и образовательные мероприятия для широкого круга гостей. Среди них концерты, кинопоказы, открытые лекции, презентации книг, художественные выставки и конференции. В Русском доме работают курсы русского языка для взрослых и детей, театральные и музыкальные студии. Сербский ученый, писатель и дипломат Владимир Крышлянин является одним из близких партнеров и друзей Русского дома. Это постоянный участник наших научных мероприятий. В 2023 году в стенах Русского дома состоялась презентация его книги «Новый мир. Сербия, Россия и Китай. Начавшееся будущее», а в 2024 году сборника статей «Путин и Россия. О войне за мир», составителем которой выступил Владимир Крышлянин. Мы очень рады, что участники сегодняшней встречи имеют возможность лично познакомиться с выдающимся сербским общественным деятелем и большим другом России. Спасибо. Итак, Владимир, у меня в руках ваша книга «Сербия, Россия, Китай. Новый мир. Будущее, которое началось». Я так понимаю, тема нашей сегодняшней встречи – это определение нового мира. Мы просим вас поделиться вашими мыслями относительно того, что сподвигло вас на создание этой книги, концептуальные какие-то основания к созданию, ну и, собственно говоря, текущая ситуация, относительно которой мы можем эту книгу читать. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Для меня огромное удовольствие и честь. И за это благодарю всем организаторам, издателям книги, всем, которые помогли, значит, чтобы эта презентация и этот наш разговор смог одержаться. Прежде всего, хочется выразить особые чувства из-за факта, что у меня появилась в жизни такая возможность обратиться слушателям в университете имени Иммануэла Канта. Это вообще в моей жизни имя этого философа имеет особое значение. И вообще, мне кажется, что в жизни каждого положительного человека, который хоть и немножко занимался философией или учил ее в школе или в университете, он прекрасно помнит знаменитое предложение Иммануэла Канта о это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Значит, для меня это имело как-то особый отклик в моей душе все время и в моем мировоззрении, так как просто в одном тут сложились и мое отношение к миру и к человеческому обществу. У меня основная научная степень, которую в жизни получил, она по астрофизике. То есть каждый астроном чувствует такое сильное чувство звездного неба надо мной. Но меня жизнь потом направила по тропам борьбы социальной, исторической, борьбы за справедливость и за независимость своей страны и народа, конечно, в братских многовековых отношениях с Россией, но все равно этот моральный закон во мне, это было такое другой источник. И вообще эти два понятия, которые выглядят так, на первый взгляд, так далекими друг от друга, они на самом деле в человеке, значит, соединяются и помогают ему понять свое место в мире, в истории. Я очень рано понял,
почувствовал даже очень сильно, что человек является особой частью Вселенной, значит, источником ее самосознания. И если у нас уже такая ни с чем не сравнимая роль, тогда мы должны и хранить человека как высшую ценность и вообще на этом строить все. Значит, человеческое общество и отношения внутри него должны быть построены на этой ответственности. Значит, мы отвечаем не только за себя, мы отвечаем за все мироздание, за всю Вселенную. Вот примерно так. Еще один урок Канта нас связывает более крепко и с темой моей книги, и с новым миром, который, на мой взгляд, уже построен. Но я чуть позже объясню, что под новым миром подразумеваю. Но, значит, когда я пытаюсь объяснить, что это такое новый мир, так сказать, в двух словах, мне навязывается всегда знаменитое заявление Владимира Владимировича Путина, значит, который сказал, что для них человек – это средство, а для нас высшая цель. И те, которые знакомы с философией, то есть с этикой Канта, знают, что в этом заявлении Путина находится парафраза второго категорического императива Канта, значит, который сказал: поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого, как к цели, и никогда только как к средству. То есть, оказывается, если Кант связывает нас с западным миром, или его можно считать одним из самых великих мыслителей западного мира, тогда у нас есть шанс, и чтобы настоящие основания и духовно-нравственные ценности человеческой цивилизации были поняты и на Западе. Но, во всяком случае, несмотря на то, когда они нас поймут, и это вообще их судьба, в первую очередь, от этого зависит больше, чем наша, но все-таки из этой связи, которую видим, основная мысль Путина вот на самом деле совпадает с почти основной мыслью Канта. То есть надежда у нас очень большая есть. Ну, когда говорим о новом мире, я процитирую определение, которое содержано в моей книге. И тут сказано примерно так, что Сербия, а потом объясню, в чем тут дело. Сербия была провозвестником нового мира, в котором сегодня лидируют Россия и Китай. Новый мир, то есть
справедливая многополярная система или сообщество единой судьбы человечества как качественно новая эпоха в истории человечества начинается в 21 веке. Для него характерно абсолютное уважение и неприкосновенность, защита и улучшение человеческой жизни, человеческого достоинства и человеческого сообщества, человеколюбие в соответствии с заповедями Христа и конфуцианским общим благом, а также с передовой практикой социально ориентированных нравственных государств. То есть мы видим, что мы несли это через всю свою историю, и к новому миру можно относиться и с точки зрения Нового Завета. Ну вот, на самом деле, в большей степени Новый Завет осуществляется именно сейчас. А что нам мешало, чтобы он осуществлялся, хотя огромные усилия и жертвы, и самопожертвования многих героев и святых остались за нами. Но я это, значит, так определяю. Значит, нам мешала антицивилизация. Значит, я могу сказать, что, например, Трамп сегодня пытается. Успеет ли он в этом, пока не знаем. Но нам бы всем хотелось, чтобы он успел, чтобы как-то присоединить Америку к мировому большинству, многополярной системе, чтобы она не была исключением и чтобы она не была кандидатом на судьбу Третьего рейха. Сейчас, кажется, такими кандидатами в данный момент точно остаются определенные режимы в Западной Европе, но у Америки как-то есть шанс и появилось желание, активное желание, попытка выйти из этого проклятства. Значит, так как ведущие силы западного мира, которые все время навязывали свое могущество, свою гегемонию всему миру, значит, можно сказать, всю современную историю, но точно с времен, значит, крестовых походов, колониальных войн, мировых войн в 20 столетии и так далее, западные государства и их правители, значит, олигархия, которая разными способами пыталась использовать людей как средство, уничтожая их, обманывая, значит, без всяких нравственных ограничений и без твердой готовности соблюдать право, соблюдать международное право, соблюдать систему международного права. Ключевое событие в современной истории — это, конечно, была Великая Победа, значит, над фашизмом во Второй мировой войне. Это был момент, значит, единственный до сих пор исторического консенсуса во всем мире. И, значит, что определило этот консенсус?
определила, конечно, в первую очередь победа союзников, а это значит в первую очередь Советского Союза и Красной Армии, это значит исторической России и ее союзников, но союзниками были и некоторые из ключевых западных государств, но и некоторые из небольших народов, например, сербский народ, а историческая Сербия это называлась до недавнего времени Югославией, значит, это была страна, значит, на которую ударили до нападения на Россию. И нам в 1941 году удалось, значит, с трудом выкупить 38 дней, сколько примерно Гитлер был вынужден перенести нападение на Советский Союз, а потом тоже мы с огромными жертвами, воюя на своем Балканском фронте, помогали, связывали на этом фронте часть, значит, фашистских подразделений и, значит, делая их попытки воевать на Восточном фронте тяжелее. В современное время у нас нету такой мировой войны, как Вторая, но есть война, которая может быть даже и хуже. Ее можно назвать мировой гибридной войной. И она опять началась нападением на Сербию. Значит, и мы в 90-е годы, когда Россия была в самом трудном положении, нам удалось сохранить для России 10 лет. Значит, мы 10 лет одолевали санкциям, значит, войнами на территории бывшей Югославии, которые по своей сути были одинаковы, как нынешняя война на Украине. То есть они использовали, значит, остатки или те же организации фашистов времен Второй мировой, Усташи в Хорватии, баллистов албанских, Косово и Метохии и так далее, значит, добавляя к ним и исламских террористов, значит, известно, что исламские экстремисты во время Второй мировой тоже, значит, на территории Югославии создавали одну из СС-дивизий. То есть они были вместе с хорватскими усташами, значит, которые что-то даже еще хуже, но только меньше, чем украинские бандеровцы. И вот, значит, у нас такая война была, значит, и были герои, Сербию возглавляли, я должен, значит, тут подчеркнуть в первую очередь роль Слободана Милошевича, который в то время возглавлял Сербию и Югославию, значит, во время, когда Сербия в историческом смысле вновь нашла себя, отступила от политики Тито, которая была под большим влиянием Запада. Запад пытался создавать из Югославии Тито троянского коня в социалистическом лагере, и в определенной степени, к сожалению, Югославия такую роль и играла, но, значит, Сербия и вдвое уменьшенная Союзная Республика Югославия при Милошевиче, они дошли до
значит, предложение в 99 году вступить в союз России и Белоруссии. Значит, можно заметить, какой огромный шаг, несмотря на то, когда они нас поймут, и это вообще их судьба в первую очередь от этого зависит больше, чем наша, но все-таки из этой связи, которую видим, основная мысль Путина вот на самом деле совпадает с почти основной мыслью Канта. То есть надежда у нас очень большая есть. Ну, когда говорим о новом мире, я процитирую определение, которое содержано в моей книге. И тут сказано примерно так, что Сербия, а потом объясню, в чем тут дело. Сербия была провозвестником нового мира, в котором сегодня лидируют Россия и Китай. Новый мир, то есть справедливая многополярная система или сообщество единой судьбы человечества как качественно новая эпоха в истории человечества начинается в 21 веке. Для него характерно абсолютное уважение и неприкосновенность, защита и улучшение человеческой жизни, человеческого достоинства и человеческого сообщества, человеколюбие в соответствии с заповедями Христа и конфуцианским общим благом, а также с передовой практикой социально ориентированных нравственных государств. То есть мы видим, что мы несли это через всю свою историю, и к новому миру можно относиться и с точки зрения Нового Завета. Ну вот, на самом деле, в большей степени Новый Завет осуществляется именно сейчас. А что нам мешало, чтобы он осуществлялся, хотя огромные усилия и жертвы, и самопожертвования многих героев и святых остались за нами. Но я это, значит, так определяю. Значит, нам мешала антицивилизация. Значит, я могу сказать, что, например, Трамп сегодня пытается. Успеет ли он в этом, пока не знаю. Но нам бы всем хотелось, чтобы он успел, чтобы как-то присоединить Америку к мировому большинству, многополярной системе, чтобы она не была исключением и чтобы она не была кандидатом на судьбу Третьего рейха. Сейчас, кажется, такими кандидатами в данный момент точно остаются определенные режимы в Западной Европе, но у Америки как-то есть шанс и появилось желание, активное желание, попытка выйти из этого проклятства. Значит, так как ведущие силы западного мира, которые все время навязывали свое могущество, свою гегемонию всему миру, значит, можно сказать,
всю современную историю, но точно с времен, значит, крестовых походов, колониальных войн, мировых войн в 20 столетии и так далее. Западные государства и их правители, значит, олигархия, которая разными способами пыталась использовать людей как средство, уничтожая их, обманывая, значит, без всяких нравственных ограничений и без твердой готовности соблюдать право, соблюдать международное право, соблюдать систему международного права. Ключевое событие в современной истории это, конечно, была Великая Победа, значит, над фашизмом во Второй мировой войне. Это был момент, значит, единственный до сих пор исторического консенсуса во всем мире. И, значит, что определило этот консенсус? Определила, конечно, в первую очередь победа союзников, а это значит в первую очередь Советского Союза и Красной Армии, это значит исторической России и ее союзников, но союзниками были и некоторые из ключевых западных государств, но и некоторые из небольших народов, например, сербский народ, а историческая Сербия это называлась до недавнего времени Югославией, значит, это была страна, значит, на которую ударили до нападения на Россию. И нам в 1941 году удалось, значит, с трудом выкупить 38 дней, сколько примерно Гитлер был вынужден перенести нападение на Советский Союз, а потом тоже мы с огромными жертвами, воюя на своем Балканском фронте, помогали, связывали на этом фронте часть, значит, фашистских подразделений и, значит, делая их попытки воевать на Восточном фронте тяжелее. В современное время у нас нету такой мировой войны, как Вторая, но есть война, которая может быть даже и хуже. Ее можно назвать мировой гибридной войной. И она опять началась нападением на Сербию. Значит, и мы в 90-е годы, когда Россия была в самом трудном положении, нам удалось сохранить для России 10 лет. Значит, мы 10 лет одолевали санкциям, значит, войнами на территории бывшей Югославии, которые по своей сути были одинаковы, как нынешняя война на Украине. То есть они использовали, значит, остатки или те же организации фашистов времен Второй мировой, Усташи в Хорватии, баллистов албанских в Косово и Метохии и так далее, значит, добавляя к ним и исламских террористов, значит, известно, что исламские экстремисты во время Второй мировой тоже, значит, на территории Югославии создавали одну из СС-дивизий. То есть они были вместе с хорватскими усташами,
значит, которые что-то даже еще хуже, но только меньше, чем украинские бандеровцы. И вот, значит, у нас такая война была, значит, и были герои, Сербию возглавляли, я должен, значит, тут подчеркнуть в первую очередь роль Слободана Милошевича, который в то время возглавлял Сербию и Югославию, значит, во время, когда Сербия в историческом смысле вновь нашла себя, отступила от политики Тито, которая была под большим влиянием Запада. Запад пытался создавать из Югославии Тито троянского коня в социалистическом лагере, и в определенной степени, к сожалению, Югославия такую роль и играла. Но, значит, Сербия и вдвое уменьшенная союзная республика Югославия при Милошевиче, они дошли до, значит, предложения в 1999 году вступить в союз России и Белоруссии. Значит, можно заметить, какой огромный шаг был сделан. К сожалению, значит, наша страна прошла сквозь цветную революцию в 2000 году, а потом Милошевича отправили на судилище в Гаге, где впоследствии, после 5 лет страшного политического процесса, в котором он показался настоящим героем, как им не было возможно его осудить, они его на самом деле убили, отказав в элементарном лечении. Значит, но это, значит, было в 2006 году. Мы в марте следующего года будем отмечать 20 лет от его смерти, и в Белграде будем проводить первую в истории вообще научную конференцию о исторической роли и вкладе Слободана Милошевича. Нам, к сожалению, вчера довелось хоронить выдающего военного в сопротивлении НАТО-агрессии в 1999 году генерала Небойшу Павковича, который тоже был гаагской жертвой. Он около 15 лет провел в тюрьме Финляндии, и когда у него рак возобновился, ему полностью отказывали в лечении, и наконец-то согласились его по гуманитарным причинам освободить, но он, прилетев в Белград, прожил только 10 дней в Белградской военной больнице, скончался и был вчера, слава Богу, с высшими военными почестями похоронен в Белграде. Так что, значит, почему я говорю, что Сербия была провозвестником нового мира? Да потому что сопротивлялась этому озверевшему злу Запада, агонии его последней фазы, и выступала с позиции и сохранения социальной справедливости в рамках страны, но и справедливость, но и сохранения
равноправных отношений между странами и народами. Это было нашей политикой. И вообще потом значит, сходном пути, но с гораздо больше эффектов и с гораздо большой силой по сходном пути пошла и Россия, и стала, слава Богу, значит, ведущей военно-политической державой мира. Значит, ведущей экономической, конечно, является Китай, но они являются странами, которые соединяют свой опыт, свой социалистический опыт своими глубокими, значит, духовно-нравственными ценностями. То есть нынешняя система, она крепче предыдущей. Именно, значит, в один момент, может быть, Сталин попытался это сделать, но, к сожалению, он был прерван, и ему не до конца удалось, а потом Хрущев все достижения этого типа аннулировал. Но на самом деле нынешняя социально ориентированная справедливая Россия опирается на свои православные духовно-нравственные ценности, а также и, значит, социалистически ориентированный Китай. Я говорю ориентированный, так как мы все знаем, что там, значит, действуют законы рынка, но с нравственным государством, которое планирует и организует экономику в интересах всех граждан и всего народа. Значит, этот Китай опирается на свою конфуцианскую традицию. То есть самое важное понять, что новый мир оказался, который опирается на такие духовно-нравственные ценности, оказался во всех сферах более эффективным от этого насильственного человека, убивающего западного мира. И вот именно из-за этого мы сейчас являемся свидетелями, участниками этой последней битвы. Значит, она, значит, ее окончание каждый может предвидеть. Всем нормальным людям в мире понятно, что все преимущества, в первую очередь моральные, но также и военно-технические, и экономические, и, значит, в числе населения и богатств и так далее, все на нашей стороне. То есть, но теперь мы, значит, в ситуации, что нам надо заставить, то есть навязать своей силой, навязать мир тем, которые его не принимают. И это будет точно, будет ли через месяц, через 3, через год или 2, но все идет по тому пути, и никакого никакой другой альтернативы нет. Есть, конечно, альтернатива всеобщего уничтожения человечества.
конечно, и эту альтернативу нельзя, значит, про нее забывать. Можно и против нее бороться, значит, пытаясь влиять на общечеловеческие чувства и общечеловеческие ценности во всем мире. И в том смысле специально в этом году 80-летия Великой Победы надо подчеркнуть и про урок Народного фронта. То есть, кроме всех объективных преимуществ, которые у нас есть, нам необходимо создать преимущество в сознании. То есть мир принял Красную армию в Берлине и Красное Знамя над Рейхстагом, значит, так как уже с 30-х годов не только большинство населения планеты, но также и ведущие интеллектуалы и общественные деятели на Западе приняли антифашизм как основной принцип, без которого мир невозможен и не нужен, и некрасив. Значит, нам надо добиться чего-то подобного сейчас, чтобы наша вторая победа над фашизмом была окончательной. На этот раз мы должны победить и направить навсегда в историческое прошлое, значит, не только фашистов, но и тех, которые их создавали, кормили, вооружали, значит, тех, значит, носителей олигархической диктатуры и антицивилизации, тех, которые считают, что Кант с его этикой – это ничего. Значит, таким вообще нету места в нынешнем мире. И у нас вместе достаточная сила, чтобы этого добиться. Но для этого мы должны изучать и понимать, что это за мир, в котором живем, что это такое новый мир, как его сделать понятным каждому и как его сделать, если не вечным, то, по крайней мере, тысячелетним. Спасибо вам. Может быть, это было бы достаточно как вводное слово. И я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Владимир, да, за ваши акценты в парадигме нового мира. Да, к сожалению, вот книгу не все держали в руках, да, но я посмотрела содержание, у меня вопрос есть. Так, дорогие друзья, коллеги, ваши вопросы, пожалуйста, к Владимиру. Уникальная возможность задать вопрос. Многое, что прозвучало интересно, пожалуйста. Не стесняйтесь. Возможность уникальна. Пожалуйста. Вы можете спросить не в рамках даже, собственно, концепции нового мира, а из того, что вы услышали, как-то вот пояснение, что вас вообще в принципе волнует в современном мире такой полицентричной глобализации. Да, пожалуйста. Давайте, чтобы Владимир видел вас. Здравствуйте, Владимир. У меня к вам такой вопрос. Представляете сразу, кто вы? Никита Романович, студент второго курса факультета международных отношений Владимирского федерального университета.
В названии вашей книги упомянуты 3 страны. Это Сербия, Россия и Китай. И в связи с этим у меня к вам вот такой вопрос. Помимо России и Китая, есть ли у Сербии еще стратегические союзники, может быть, не только на Балканском полуострове, но еще и в целом в Европе? Какие-то вот связи с бывшими странами Югославии сохранились ли до сих пор? Вот, наверное, в ключе вопрос у меня. Владимир, вы слышали вопрос о стратегических союзниках Сербии помимо России и Китая? Нынешнее положение Сербии не совсем простое. Значит, мы можем, значит, как я уже и сделал, смотреть на роль Сербии в 90-е в этом исключительно положительном ключе. Но Сербия сегодня это не совсем то, что была Сербия 90-х. Сперва у нас было 12 лет марионеточного режима после, значит, цветной революции. В то время, значит, уничтожили и экономику, и армию, и общественные отношения и так далее. И на самом деле недовольствие народа такой властью и результатами так возросло, что вообще Запад был вынужден в конце концов дать поддержку практически тем же партиям, которые правили в 90-е, только отношение сил между ними изменилось. Значит, социалистическая партия, которая при Милошевиче была самой большой и ведущей, сейчас стала маленьким вспомогательным фактором. Качество кадров у нее является последним преимуществом, а радикальная партия, которая была временным маленьким союзником социалистов в 90-е, изменила свой концепт и свое имя, сейчас называется сербской прогрессивной партией, и значит, она является главным фактором власти уже 13 лет. Но чтобы, значит, эти партии вернулись к власти, чтобы им Запад, который полностью контролировал Сербию, это позволил, они должны были обещать вести компромиссную политику. А эта компромиссная политика означает, что, значит, влияние Запада в Сербии остается доминирующим. Но, к счастью, значит, у нашего нынешнего президента Вучича было достаточно ума, и он уже в 2014 году после многочисленных уступок в западной политике понял на примере Украины, событий на Украине и в Сирии, что отношения в мире меняются, и он пошел на усиление стратегического партнерства с Россией и Китаем, и это стало определяющим фактором сохранения сербской независимости. Официально в данный момент кажется, что сербская политика на как-то на критическом моменте, когда надо принимать решения. Поведение Евросоюза, значит, главным приоритетом наши правители все еще называют вступление в Евросоюз, но политика Евросоюза не только из-за, значит, отношения к России, но в последнее время из-за отношения к самой Сербии является
настолько вредной, что каждому здесь кажется, что продолжать по пути вступления в Евросоюз практически невозможно. Я думаю, что наши зрители не будут просто нужны новые люди для совершенно новой политики, что они не будут вести себя более храбро, чем, скажем, Орбан или Фицо, которые в рамках Евросоюза пытаются сопротивляться и вернуть политику Европы в нормаль, так сказать, но во всяком случае разные новонавязанные санкции специально в энергетической сфере значит, могут реально в недалекое время заставить Сербию хоть временно отказаться от вступления в Евросоюз и искать решения для своего выживания в усилении отношений с Россией и Китаем. Это является очень сложным вопросом и для нас, и для России. Оказывается, что при, значит, ситуации, когда война на Украине еще не закончена, есть попытки создать новый очаг кризиса или даже войны на Балканах. Если смотрим на Молдову, она тоже балканская страна. Если смотрим на отношении к Додику в Республике Сербской в Боснии и Герцеговины, если смотрим на поддержку Запада протестам в Белграде, которые искусственно поддерживаются уже год практически, значит, и если смотрим на другие какие-то проблемы, уже раньше существующие, типа Косово, мы видели, что совсем недавно создан военный союз, значит, нелегального режима в Косово, Албании и Хорватии, и что они все вместе на днях провели военные учения своих спецназов вместе с американцами. Тогда становится понятным, что, значит, вообще политику на Балканах вести нелегко, и, значит, надо находить способы сохранения независимости балканских стран вместе с усилением сербско-российских отношений и вместе с усилением региональных союзов на Балканах. Значит, если, значит, мы смотрим на православный мир как на, скажем, природный ареал влияния России, тогда в православном мире, кроме самой России, существует только еще два крупных целых. Это Украина, а мы знаем, что там происходит, и это Балканы. А мы знаем, что там происходило в 90-е, и что может, не дай бог, опять произойти. На мой взгляд, значит, единственный рычаг, который может эти процессы вернуть в положительное течение, это усиление сербско-российских отношений. И над этим мы все должны
упорно, умно, но и храбро работать. Спасибо, Владимир. Вы сказали сейчас об усилении российско-сербских отношений. Как, на ваш взгляд, каковы вот именно самые продуктивные области, вот с вашего фокуса, с вашего взгляда, продуктивные области именно вот такого научно-образовательного взаимодействия между нашими странами? Значит, я уже много лет говорю, для того, чтобы наши отношения, они существуют и в политической, экономической, военной сфере на хорошем уровне. Значит, мы не можем им быть недовольны, хотя всегда можно больше. Но то, чего нам не хватает и о чем часто люди забывают, это, значит, именно отношения в гуманитарной сфере. Значит, в отличие от других стран, значит, Варшавского договора, у которых обмен человеческий между ними был с Советским Союзом большой, такого обмена с Титовской Югославией практически вообще не было. Хотя, значит, в историческом смысле именно сербы – это народ самый близкий к России, и не только что у нас есть эта близость огромная, но никаких вообще отступлений, никаких конфликтов между нами никогда не было. То есть, но нам не хватает, значит, человеческих связей. Нам нужно в 10 раз усилить обмен, значит, студентов, культурных, значит, работников, работников искусства, ученых, значит, эту частоту увеличить. Слава Богу, и при европейским санкциям нам удалось сохранить прямые рейсы из Белграда в Россию, так что условия для этого, вопреки санкциям, существуют. И я думаю, что это большой шанс, который нельзя упустить. Спасибо, Владимир. Так, созрели своими вопросами. Давайте, вы потом представляетесь. Высоцкая Лида, второй курс международных Громче отношений. говорите. Здравствуйте, Владимир. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, с какими, возможно, препятствиями или же даже с какими трудностями сталкиваются российско-сербские взаимоотношения в плане культурных в современной международной повестке? Вопрос трудности в современной международной повестке российско-сербских отношений, культурных отношений. Трудности? Ну, трудностей сколько угодно, но, как вам сказать, мы должны исходить из своих интересов и из международного права. То и другое нам позволяют находить способы, значит, для улучшения наших отношений. Из-за этого перерыва во время Тито, понимаете, нам не было возможно непосредственно дружить в это время. Значит, люди не знают достаточно, и, как сказать, поэтому надо над этим работать, чтобы мы
больше встречались и строили эти мосты. Иногда и в Сербии люди являются жертвами западной пропаганды, и они иногда пользуются коварными, а иногда самыми такими простыми видами обмана. Значит, самый широко так распространенный в Сербии вид обмана говорит примерно так. Может быть, союзничество с Россией – это и что-то красивое и полезное, но, к сожалению, это реально невозможное. У нас, знаете, нету общей границы с Россией, и как нам тогда близко сотрудничать? Я думаю, что вам в Калининграде не надо объяснять бессмысленность такого подхода. И у вас нет общей границы с Россией, а вы все равно являетесь частью России. И просто я бы не был в коже того, который бы попытался, значит, препятствовать, серьезно препятствовать. Маленькие препятствия всегда можно создавать, но серьезно препятствовать коммуникации с Калининградской области и России. Таким же способом, если бы у нас были крепкие межгосударственные договора с Россией, я не вижу, какая бы там Болгария, Румыния, особенно, что это не в их интересах, значит, сказала: нет, мы не позволим вашим поездам, пароходам и самолетам проходить и связывать две страны. То есть нужна политическая воля, нужна организация, и тогда все остальное будет. Так, еще вопрос? Здравствуйте, Гаврилова Анна, ученица гимназии номер 40, дипломная дипломат. Господин Крушанин, у меня такой вопрос. У России и Сербии были разные взаимоотношения, но какой исторический период является самым моделью для взаимоотношений в новом мире? Спасибо. Владимир, вы слышали вопрос? Не совсем ясно. Какой период взаимоотношений России и Сербии был моделью, эталоном вот в исторической ретроспективе? Об этом можно целую лекцию и больше одержать, но все-таки хочется сказать, у нас, значит, символично в 22 году создано что-то, еще это создается и расширяется под названием Сербско-русское братство. Мы, значит, написали хартию сербско-русского братства, и под ней подписались, значит, выдающиеся сербские, значит, академики, ученые, генералы, политики, общественные деятели, активисты и так далее. Значит, 160 человек примерно. И там в этой хартии утверждается, что эти наши исторические братские отношения, значит, создал или основал святой Сава Сербский. Значит, о чем тут речь идет? Речь идет о том, что пока Россия находилась под монголо-татарским игом, средневековая Сербия достигла пик своего культурного и государственного значения. И, значит, я иногда говорю, Сербия того времени передала эстафету
Второго Рима III, так как, значит, это сербское царство охватывало все Балканы, в то время, когда под свой конец Византия была город Константинополь и окрестность. Значит, она имела только какое-то историческое и нравственное и культурное значение, но реально империей она больше не была. Значит, потом, значит, практически одновременно Сербия в битве в Косово в 1389 году попала под несколько столетий турецкого, некоторые говорят, рабства или турецкого владения, во всяком случае, а Россия, значит, стала царством Романовых. И некоторые из, значит, у самого Ивана Грозного есть и сербские корни. Это общеизвестные факты. Но дело в первую очередь в том, что, значит, Сербия Неманичей помогала российских монастырей на Афоне и на других местах, значит, помогала русскую церковь, а потом, наоборот, за все время 5 столетий под турками Россия помогала сербскую церковь и на Афоне, и на других местах, и в конце концов мы вместе, значит, в 19 столетии, значит, вернулись на Балканах в историю. Сербия вновь стала государством, чтобы без помощи России было невозможным, и, значит, помогала освобождать Балканы. Значит, так как судьбу Сербии в средние века разделяли практически все остальные балканские народы, значит, и греки, и болгари, и румыны, значит, они все были, кто больше, кто меньше, под турками несколько столетий. Вот, значит, а 20-е столетие опять, оно было противоречивым. У нас сильная близость, которая закреплена в нашем сознании, но она реализовалась только во время войн практически. Знаем, чем закончилась Первая мировая для России, в которую она вступила, между прочим, для того, чтобы защищать Сербию, а Сербия Первой мировой потеряла половину своего взрослого мужского населения. Представляете, такие потери, значит, почти ни с чем не сопоставимы. Да, мы и Второй мировой потеряли, значит, почти 2 миллиона человек, но 2 миллиона маленькой Сербии Первой мировой, это было гораздо более ужасно. Значит, про Вторую мировую вам ничего говорить не надо, значит, и мы опять как-то связались в 90-е, но немножко разминулись. Милошевич и Путин никогда не встретились, к сожалению. Но пока Милошевич еще был в власти в 2000 году, а Путин только что к власти пришел, значит, между нашими странами был подписан знаменитый договор о свободной торговле, беспошлиной и так далее, который в силу до сих пор и который помогает, значит, расширять наши отношения. То есть примером, значит, и идеалом для будущего
является попытка Сербии во время Милошевича войти в союз России и Белоруссии. Я лично думаю, может быть, сегодня это не самое важное. Самое важное для Европы и мира было бы существование крепкого договора о дружбе и сотрудничестве между Сербией и Россией. Наш, значит, договор о стратегическом партнерстве, он более декларативного характера. Конечно, это не уменьшает его, так как мы нравственные народы, не уменьшает его значение и вес, но, значит, наши отношения настолько развиты, что им нужны подходящие рамки. Значит, нам нужен крепкий договор о дружбе и сотрудничестве, включая в сфере обороны, конечно, чтобы, значит, превзойти все эти трудности нынешнего времени и войти в новую сферу, так как через Сербию Россия вернется на Балканы, через Сербию будут, значит, и через Балканы обновляться отношения со всей Европой в будущем. И просто мы этот шанс не смеем упустить, а я лично в это верю и всегда буду за это стоять, что в конце концов наши отношения должны достигнуть и уровень государственного союза. Это единственное, чего у нас никогда в истории не было, а что наши народы всегда и хотели, и заслуживали иметь. Так, пожалуйста, вопрос. Громче только говорить. Добрый день, меня зовут Дарья Следочева. Я закончила бакалавриат по направлению государственное и муниципальное управление и сейчас обучаюсь на магистратуре по направлению перевод в международном бизнесе и дипломатии в ВФУ имени Канта. Работаю в фонде креативных индустрий «Перспектива», и недавно с Российско-Балканским центром мы реализовывали проект «Сербские дни на Балтике». Это было культурное образовательное мероприятие, объединяющее в себя культуру России и Сербии. И этот день, и эту встречу мы начали с вашей цитаты, что новый мир и дружба ориентированы на сотрудничество и творчество. Так вот, на ваш взгляд, какое именно творчество подразумевается в связи России, Китая и Сербии? Спасибо. Можете мне опять в сути помочь? Я немножко с перерывом услышал. Выйдите вот сюда, выйдите, вот камера. Да, и не так уже, да. Да, я просто Правильно, да, задайте вопрос, да, чтобы участник. Вот. Здравствуйте. Мой вопрос. Какое именно творчество вы подразумеваете в связи Китая, России и Сербии? Как вам сказать, у нас одинаковые чаяния, мы стоим в одной борьбе через всю свою историю, и сегодня у нас реально существует стратегическое партнерство между Сербией и Россией в первую очередь, а также и Китаем. Тут интересно то, что значит, когда создавались эти отношения широкие и крепкие с Китаем, Китай смотрел на то, зная, какие крепкие исторические связи между нами и Россией существуют, в какой степени мы развили свои отношения с Россией и в какой степени Россия нам доверяет. И когда убедились, что это все существует в высокой степени, тогда и они окончательно решили
расширять, укреплять свои отношения с Сербией, инвестировать в Сербию, а мы знаем, что у них потенциал такой больше, чем у всех других государств. Так что, как сказать, если смотрим на определение нового мира, я всегда вынужден то, чего мы добиваемся все вместе, значит, определять, цитируя, значит, выражения общепринятые и в России, и в Китае. Значит, в России чаще всего говорят о справедливом многополярном порядке или системе, а в Китае говорят о сообществе единой судьбы человечества. Хотя выражения выглядят очень разными, они на самом деле отражают одну и ту же суть. Значит, и то, чего добиваемся в мире, значит, наше творчество, значит, творчество всегда, оно коллективный акт, каждое человеческое творчество. Даже художник, писатель, он тоже должен был провести через свои мозги опыт многих других людей, значит, прежде чем создать свои произведения. А вообще все остальное, очевидно, значит, без коллективного труда невозможно. Вот кто мне сделает такую ручку примерно? Да никто. Это делает завод, это делает множество инженеров, дизайнеров, работников и так далее, и так далее. То есть, но когда все это обосновано на правильных принципах, тогда, значит, это еще более эффективно. И что у нас будет более широкий союз, и который в окончательном счете охватит все человечество, когда не будет никакого Запада, который будет мешать всему этому, тогда, значит, будет прогресс всего человечества, который будет невозможно остановить. И у нас будут другие заботы, как лучшими способами, значит, наши технологические достижения превратить в что-то полезное для человека и отдельного, и для отдельных народов и для всего человечества. Но для того должно существовать равноправие, взаимоуважение, и должно существовать это самое важное, это мы понимаем лучше кого-либо в мире, нужна любовь. Значит, нужно посмотреть на заповеди Христа и понять, что на любви этот мир держится, и только на ней он держаться может. Еще вопрос один. Да, два. Погромче. Вы хотите сюда, так будет удобнее, чтобы я не повторяла. Здравствуйте, господин Кришталин. Меня зовут Тимофей Саврыстов, я учащийся 40-й гимназии, учусь в школе юных дипломатов. Вот вы говорили про то, что в Сербии популярна идея о том, что приоритет
политики для Сербии – это вступление в Евросоюз. Да. Вот на этом фоне хочется спросить, насколько вообще крепок союз России с Сербией, и можно ли рассчитывать на долговременное сотрудничество России и Сербии в контексте вот реал-политики? Да, если я вас правильно понял, значит, что мы имеем сейчас в Сербии? Уже 15-20 лет все опросы общественного мнения говорят, что 80% это просто неизменимо все время от 2000-го до сих пор. 80% против НАТО и 80% населения за Россию. С точки зрения практической политики не до конца понятно и то, и другое, что значит. Быть против НАТО – это значит, мы не хотим вступать в НАТО. Так, значит, переводят некоторые политики это и говорят народу, вот мы не хотим, это наша официальная политика, военная нейтральность, военный нейтралитет. Мы в НАТО никогда вступать не будем, но зато мы будем сотрудничать с НАТО. Но вообще сотрудничать с НАТО в стране, которую НАТО бомбило объединенным ураном и, значит, произвело такие ужасные последствия, и все еще от нее хочет оторвать Косово. Какое тут вообще сотрудничество может быть? С другой стороны, значит, 80% за Россию. Нет, непонятно, что это такое. Так как многие уже смирились с тем, что Россия нам не предлагает вступить в формальный союз, и, значит, ну, будем удовлетворены, значит, хорошим сотрудничеством. Но есть и третий фактор, который менялся из года в год. Значит, примерно это началось так, что 65% поддерживало вступление в Евросоюз 20 лет назад, а теперь 65% против этого. И тут это число растет. Но то, что очевидно, что мы в данный момент все у Сербии не имеем пока политическую партию, которая бы отражала эти три элементарных факта. Некоторые это отражают в большей, некоторые в меньшей степени, но полностью ни одна. Почему? Да потому что у Запада множество механизмов влияния. Что в первые 12 лет нашей почти оккупации тут созданы многочисленные механизмы влиять на СМИ, влиять на общественные организации, влиять на то и другое, коррумпировать. Значит, чем сейчас якобы год последние в Сербии идут протесты, между прочим, или даже в первую очередь против коррупции. И те, которые протестуют, они не понимают, что коррупция – это суть Запада. Значит, как Запад действует через коррупцию? Как он создает эти свои некоммерческие организации, СМИ и так далее? Ну, платит людям, чтобы вести его пропаганду. Значит, надо трудиться.
Значит, иногда мне кажется, значит, когда приходят такие дни немножко пессимистические, и мне кажется, что в России не могут понять, что это такое оккупированная страна или колонизированная страна, так как сама Россия никогда не была оккупированной, по крайней мере, полностью. И все говорят, ну, сербы наши друзья, мы будем уважать то, что они решат. Но у Сербии нету возможности, значит, высказать свою волю, так как механизмы западного влияния многочисленны. То есть потенциал есть. И большинство народа, и большинство политиков, и большинство общественных деятелей, это наше сербско-русское братство доказывает. Они все за усиление этих отношений, но тогда, значит, нам бы хотелось, чтобы больше и российских организаций, и научных, и образовательных, и общественных, и индивидуалов приходили в Сербию. К нам пришло этих релокантов немалое число. И я должен сказать, небольшое число из них, значит, какие-то оппозиционеры или противники нынешней российской политики. Они просто по практическим причинам были вынуждены, работали на западные компании, и санкции им, значит, сделали невозможным получать зарплату, и поэтому переселились в дружескую Сербию. Но все-таки их присутствие привело к тому, чтобы, значит, Сербия стала центром компании Яндекс. Как известно, это одна из самых крупных, значит, компаний, значит, цифровых в мире. И у нас были такие, значит, потенциалы и в науке прекрасные инженеры, программисты, но никак не удавалось маленькой стране поднять уровень этой промышленности на высокий уровень такой промышленности. Но мы сейчас с присутствием Яндекса, значит, являемся, значит, крупным центром, значит, цифровой промышленности в мире. Так что иногда и неожиданные пути, значит, могут привести к положительным результатам, но особенно если будем подходить к этой задаче организованно, тогда мы можем изменить не только судьбу Сербии, но изменить также и лицо Европы в перспективе. Спасибо, Владимир. Время нашей встречи, к сожалению, очень быстро так летит, подошло к концу. Давайте поблагодарим наших уважаемых. Спасибо всем. Да, Владимир, вы начали с цитаты Канта. Так как мы в Кантовском университете, я закончу одной из своих любимых цитат Иммануэла Канта, который говорил: «Я испытываю всю радость познания. И эта беспокойная вера ведет меня вперед и вперед. И каждый успех на этом поприще дает мне радость. Давайте за радость познания, за радость взаимодействия между нашими странами, а мы также вас приглашаем на наш, уже лично к нам приехать, на наш ежегодный образовательный конгресс, который проходит с 22 по 24 апреля 2026 года. Следующий наш конгресс.
будет 26-й, мы вас ждем лично по возможности, чтобы вы в нем поучаствовали. Спасибо вам. Спасибо большое.